Новочебоксарск – молодой город Чувашской республики, который уже неоднократно принимал гостей на всероссийские спортивные мероприятия. В городе функционирует множество спортивных учреждений, в числе которых спортивная школа номер 1, номер 2 и центральный стадион имени Николаева, который посетил исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Чувашской республики Василий Петров. В первую очередь Василий Владимирович встретился с главой администрации Новочебоксарска Ольгой Чепрасовой и депутатом Госсовета Чувашии Сергеем Семеновым. Они обсудили дальнейшие планы развития физической культуры и спорта в муниципалитете. Мы все это время анализировали, выявили, какие существуют проблемы нашей отрасли, определили пути их решения, в каком направлении будем двигаться, поставили сроки определенные. Я думаю, вместе у нас все получится. Спортивная школа номер 1 является одной из самых крупных в городе Новочебоксарск. Василий Петров ознакомился с работой учреждения и провел встречу с тренерским составом. Главной темой обсуждения стало взаимодействие муниципальных и республиканских спортивных школ Олимпийского резерва для региональных и национальных сборных. Министр отметил, что Новочебоксарск станет пилотным городом, где последующие годы будут внедряться лучшие практики реализации региональных проектов, направленных на вовлечение населения в массовый спорт и физическую культуру. Для этого необходимо тесное взаимодействие с органами исполнительной власти и общероссийскими федерациями. Взаимодействие должно быть обязательно по тем видам спорта, которые мы развиваем. Работать надо тесно не только с органами исполнительной власти, но и с общероссийскими федерациями. Вот это взаимодействие наладить нужно. Муниципалитеты, как раз почему говорим о соглашении, будут обращаться в школу Олимпийского резерва, а ЦСП, у нас Центр спортивной подготовки, как раз координировать будет всю эту деятельность. Следующим министр посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин», который является структурным подразделением муниципальной спортивной школы номер 2. В ходе встречи были обсуждены вопросы капитального ремонта и укрепления материально-технической базы школы и рассмотрены перспективы строительства спортивного зала для легкоатлетов. Последним рассматриваемым объектом стал центральный стадион имени Николаева. Руководителем учреждения Александром Никандровым был предоставлен проект реконструкции стадиона, разработанного еще в 2017 году. Будем просить на проектной работы гостиницы, которой нам не хватает. Селим у него в третьей школе хоккеисты, когда приезжают. И вот здесь дополнительно у нас еще таким. Здесь же у него получается. Вот это здание. Да, вот это здание, да. И сделать его, да, в хороший вид привести. По проекту также планируется модернизировать футбольное поле и легкоатлетические беговые дорожки стадиона. Целью инспекционной поездки по спортивным учреждениям города Новочебоксарска был осмотр муниципальных спортивных учреждений и рассмотрение обстоящих дел спортивной отрасли. На сегодняшний день я посмотрел первую школу, вторую школу, стадион имени Николаева. И вижу, что здесь есть потенциал. Нужны какие-то работы провести по реконструкции, по улучшению материально-технической базы. В ближайшее время мы выберем город Новочебоксарск в качестве пилотного для реализации соглашения о сотрудничестве между Министерством физической культуры и спорта и городом Новочебоксарск. Министр отметил, что основа подготовки спортивного резерва закладывается именно в муниципальных спортивных школах. И в первую очередь задачей Министерства физической культуры и спорта Чувашии является разработка план-графика капитального ремонта и материально-технического оснащения всех объектов спорта. Татьяна Козлова, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.